Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Мы обсуждаем абсолютно рекордное событие, которое, может быть, даже войдет в книгу Гиннесса. Пресс-конференция Александра Лукашенко, президента Беларуси, которая продолжалась 7 часов 21 минуту, побила предыдущий рекорд 7 часов 07 минут, его же собственный. Она гораздо дольше, чем аналогичные пресс-конференции Владимира Путина. Она и по формату немножко другая, потому что эта пресс-конференция – это такой сплав прямой линии общения с профессорами, с промышленниками, предпринимателями и журналистами. Те и другие были в зале, с теми и другими он общался. Мы поговорим, как общался. Массу интересного и даже сенсационного мы узнали. Я представляю вам гостей программы. С нами Андрей Суздальцев. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Замдекана Высшей школы экономики. Но к Беларуси имеет непосредственное отношение. Вы там родились? Нет. Не родились, я родился но... опять-таки в Владивостоке. Во Владивостоке, как один из журналистов, который сегодня задавал вопрос Александру Лукашенко из У меня России. Белоруссия судьба. Я женат на белорусский, я жил долго в Минске. Ну, долго жили в Минске, да. И отдельная история, о которой мы еще поговорим по поводу въезда в Минск, границ. Это очень важный, интересный момент. Мы задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, зрители, кто нам сегодня сможет дозвониться, нам гостей много, как получится. Поддерживаете ли вы решение Минска, которое вызвало очень резкую такую злую реакцию в Москве на 5 дней открыть безвиз для иностранцев, для европейцев, для американцев въезд в свою страну, в Беларусь, не посоветовавшись с Москвой? Вот вам нравится это решение или нет? Мы спрашивали московских прохожих, мы ждем ваших звонков. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Я представляю вам других гостей. С нами Юрий Дракохруст. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Это мой коллега из Праги, с белорусской службы. Юрий, вы честно 7 часов отсмотрели сегодня? Да. Вот, и мы все поднимем руку, да, кто честно, очень приятно. С нами Сергей Ваганов из Минска, белорусский журналист. Сергей, вы как, сколько часов вы продержались? Меня не было 40 минут. 40 минут пропустили. Да, очень жалел этого перерыва, потому что я прослушал проводку. Проводку Все потом я прочитал. Проводку президент, все расскажем, все дополним. Тем более, что с нами на связи сейчас Кирилл Коктыш. Кирилл, здравствуйте. Добрый. Кирилл сейчас из Минска, у него очень немного времени. Ну, Кирилл, давайте тогда с вами начнем разговор, потому что вы живой свидетель, вы очевидец, вы сами задавали вопрос на этой пресс-конференции, и вы, может быть, даже получили бутылочку этой водки, которую, как сказал не для печати Александр Лукашенко, он производит. Его сувенирная личная президентская водка в таких ограниченных количествах, и каждая бутылка на пересчет. Он сказал, что ни одна не может утечь, а вот получат ли люди в зале эту водку, это мы не для печати поговорим, когда все закончится. Ну, расскажите, чем с водкой закончилось? На самом деле на фуршете потом наливали, бутылки, правда, никому не дарили, но угощали, так что все желающие могли попробовать. Как она выглядит? Какой дизайн-то у этой водки-то знаменитый? Ну, пристойный дизайн, обычно достойный дизайн, водка как водка. Понятно, что на бутылке написано что-то президентское. Но, в общем-то, да, приятно подержать в руках. Андрей Евгеньевич, они бы там на, так сказать, этикетке, допустим, Николая Лукашенко, там, или там каких-нибудь клюшки, что-нибудь? Нет, упаси, господи. Нет, ну как ребенку, все очень хорошо, с выдержанным стилем, с приятным дизайном, матовым, так что тут... шикарно. Да, очень хорошо. Вполне достойный продукт, достойный белорусской чистой воды. Да, и следующий продукт, который анонсировал Александр Лукашенко, который он будет производить свой, это шоколад. Что-то сразу вспомнился другой президент другой страны. Кто же это мог быть? Вот я все вспоминаю, никак не могу. Что же за президент какой страны производит шоколад? Вот. Не помню. И вы не помните, мы все забыли. Да? Да, забыли. Что за президент? Короче говоря, теперь Александр Григорьевич присоединяется, вступает в ряды президентов, которые производят свой шоколад. Вот две детали. Теперь мы поговорим о более серьезных вещах. Вот вы, Кирилл, вы задавали вопрос, как бы от имени России. Ну, вы уже... Он задавал как раз белорусской позиции. С белорусских позиций, да? Потому что мне показалось, что вы уже здесь работаете. Нет. Он сейчас работает там. Кирилл. В Москве я бы не стал очень сильно эти позиции разделять. Не будем разделять. Да, если говорить про существующие, скажем, разногласия, то есть на самом деле то, что Лукашенко показал, что рассинхронизация действий, скажем,
российского ведомства, которое легализовало де-факто существующую практику и оформило паспортный контроль, постоянно действующие посты, они на самом деле уже 1,5 года существуют де-факто, оно было на 2 или 3 недели раньше решение Беларуси о безвизовом режиме для иностранцев. Так что на самом деле эти вещи не находятся в причинно-следственной взаимосвязи. Находятся. Это разные события, которые, наверное, собственно говоря, разными причинами и вызваны. Понятно. Кирилл, я сдвинула бы обсуждение паспортных историй и пограничных на вторую часть программы, а начали бы мы, я все-таки предлагаю начать с самого острого вопроса, который сейчас, как считает Александр Григорьевич, очернил, как сказать, не очернил, а омрачил российско-украинские отношения. Это вопрос цены на нефть и газ. Давайте минутку послушаем из того, что он говорил. До 1 января прошлого года не договорились. И тогда правительство принимает решение и мне докладывает, что мы платим России за 1000 кубов не $82, как надо. Как мы обычно, практика была. Коль они не соглашаются, не договариваются, мы будем им платить сколько? 107? $107, да. 107, не 132, а 107. А должны были платить 83. И мы приняли решение, 16-й год платили им 107 вместо 83. И вот тут они посчитали, что мы недоплатили, если из цены их 132, $550 миллионов. Верните нам $550 миллионов и прочее. И все там зашло до тупиков. Сейчас вы видели запись с официального сайта Лукашенко. Там вырезан, там очень интересно, что очень... виртуозно вырезан один фрагмент в этом выступлении. Он говорит о том, как Владимир Путин просил его принять Дмитрия Медведева. Сказал, в любое время, пожалуйста, Саша, прими Дмитрия Медведева в любое время, когда тебе удобно. Он найдет дырочку в своем расписании. Ты, главное, выдели ему свое драгоценное время. На что Лукашенко говорит, Володя, я в любую минуту готов его принять, этого дорогого друга. И тут приезжает к нему Дмитрий Анатольевич с какими-то графиками, с какими-то таблицами, из которых следует, что платить все-таки должны больше, чем рассчитывает белорусская сторона, после чего звонит Лукашенко Путину и говорит, Володя, ты испортил мне вечер, что ты мне такое прислал? Жаль, что все это вырезано, конечно, с официального сайта, видимо, это не очень, вот такая неформальная часть беседы, не положено держать это на сайте, но тем не менее, Кирилл, вот вы нам объясните, как вы понимаете, ведь то, что $82 цена должна на нефть по представлению Александра Лукашенко, это же его личное представление, потому что вот они договаривались на 132, так? После чего падает цена на нефть и газ, и Лукашенко считает, раз цена на нефть и газ упала, я должен платить 82. То есть эта цифра не была с Россией согласована, так мы поняли? Дело в том, что да, цена на газ раньше определялась привязкой цены на нефть. И в этом плане Беларусь, естественно, пересчитала цену. Кстати говоря, из того пересказа, который вы сейчас процитировали, там оно все-таки звучало чуть-чуть по-другому. То есть Лукашенко говорил, что он согласился с Медведевым, а потом Россия все-таки сказала, что вот эти договоренности надо дезавуировать и ходить на договоренности по новой. То есть в этом плане понятно, что у каждой стороны своя правда. У России есть своя фундированная позиция, у Беларуси есть своя фундированная позиция. И я думаю, что рано или поздно они, естественно, сойдутся. Там не такая же большая сумма. Тут скорее же вопрос принципа и вопрос того, кто возьмет на себя вот эту вот уступку, которая в итоге произойдет. Так вот, и будет ли эта уступка афишироваться, либо не будет афишироваться. Так в том-то и дело, что вот мы давайте снова заново. Вот, Андрей, пожалуйста, как вы видите эту ситуацию? Все-таки мы должны понять с этой ценой. $132 было утверждено согласно контракта. И, в общем-то, Лукашенко, когда сегодня выступал, он то, что нарушен контракт, не говорил. Это просто принципиально. Если каждый покупатель российского газа будет менять самопроизвольно по своим каким-то формулам цену на газ, извините, пожалуйста, «Газпром» разорится в течение полугода. То есть на завтра будет уже другая цена, она выставлена Польшей, там, Словакией, Украиной, тем более всеми остальными. Вот в чем дело. И главная проблема этого года, 16-го, было вернуть Белоруссию в рамки договоренности, подписанных договоренностей, а не там принципов равнодоходности, чего-то еще, падения цен на нефть и тому подобное. Вот это была самая главная проблема. Поэтому и Лукашенко, кстати говоря, опять повторяю, слово «контракт» не сказал.
Он говорил о некой справедливости в отношении Беларуси. А он обижался на то, что ему сказали, что даже $132 это, в общем-то, самая низкая цена на газ вообще на континенте. Да, и он сказал, что тогда мы решили дать 107, а они все равно требуют вот эту разницу в 550 миллионов. Да. Есть контракт. Вот у нас Андрей Нечаев с нами на связи. Андрей, здравствуйте. Да, очень приятно вас слышать. Вы, пожалуйста, нам тоже прокомментируйте именно эту экономическую часть вот этого спора, когда говорит Лукашенко, ну да, у нас была такая договоренность вот на такую цену, но ведь упала же, цена на газ упала, почему мы должны платить столько? Мы по справедливости должны платить 87, мы все-таки платим, идем навстречу России 107, а она все равно требует цену по контракту и требует с нас эту разницу в 550 миллионов. Что вы на это скажете? Кто прав? Ну, я скажу, что здесь очень невелика экономическая составляющая, хотя формально она является темой для дискуссий и конфликта, сколько политическая составляющая. Значит, с точки зрения контрактного права, позиции «Газпрома» и так далее, ну, коллеги все правильно сказали. Значит, Белоруссия должна платить столько, сколько зафиксировано в контракте, до тех пор, пока он не пересмотрен, и тут, собственно, нечего обсуждать. Александр Григорьевич прав в другом. Что он, собственно, частично сказал в этом выступлении, и он вообще так порционно это выдает на протяжении уже многих лет. Он говорит, вы руководитель России, хотите по вашим каким-то геополитическим соображениям воссоздать, ну не СССР, конечно, но некоторое такое геополитическое объединение, которое включало бы часть бывших советских республик. Я, собственно говоря, Александр Григорьевич, не против. Но за это удовольствие вы должны платить. Платить льготными кредитами, платить льготной ценой за российские углеводороды, платить снятием пошлин или неприменением пошлин в отношении белорусских товаров, платить пониженными требованиями к качеству этих товаров. Ну, и этот список, он достаточно обширный. Поэтому вы хотите иметь меня в качестве стратегического союзника и, более того, даже включать мою страну в какое-то ваше очередное геополитическое объединение, ну, вы за это заплатите. В данном случае вот была как бы взята эта тема. Еще он, по-моему, в последние дни буквально просил отправить под суд начальника, значит, Россельхознадзора Данкверта за то, что, по его мнению, вот тот предъявляет необоснованно завышенные требования к качеству украинских продуктов питания и так далее. Ну, то есть стратегически здесь очень все просто. Хотите играть в какие-то геополитические игры и иметь Беларусь в качестве союзника, заплатите. А где заплатить, как заплатить, это вот можно дальше там обсуждать. Угу. Понятно, Андрей, спасибо большое. Вот ваша точка зрения ясна на это. И Кирилл, Кирилл, вы еще есть на связи с нами? Да, я еще на связи. Да, вот что вы все-таки вот в заключении вашей точки зрения на это, все-таки вы считаете, как должен разрешиться спор по-хорошему, если в контракте одна цена и она не пересматривалась официально? Ну, я думаю, что разрешится спор, как обычно, все подобные споры разрешаются. То есть на встрече на высшем уровне будет найдена формула, где каждый из сторон сможет сохранить и свое лицо, и свои интересы. То есть до этого такие решения находились всегда, и я думаю, что этот раз тоже не будет исключением. И я бы не стал сегодняшнее расхождение трактовать как достаточно существенные, фундаментальные, которые могут иметь серьезные последствия. Ну, я должна вам все-таки, Кирилл, я вам напомню, что сам Александр Григорьевич увязал это с границ. Он говорит, из-за каких-то 550 миллионов дело до границ дошло. Он-то это увязывает со всеми дальнейшими событиями сам. Но дело в том, что сказать, что это из-за Украины, я думаю, что не с руки. Хотя очевидно, что усиление погранконтроля связано именно с украинскими событиями, связано именно с тем, что обострилась ситуация на юго-востоке Украины, и, в общем-то, она является достаточно тревожной. И, другой вопрос, что об этом заявлять должна Россия, а не Беларусь. Да, и, естественно, то, что, скажем так, Александр Григорьевич, эта тема вошел стороной, это логично, это понятный жест.
и, наверное, в общем-то, вполне достойный жест, предоставляющий возможность России по этому поводу уже объясниться и в свое время назвать, может, вещи своими именами. Угу. Спасибо вам, Кирилл, все понятно нам с этой частью. И вот давайте мы перейдем тогда к этому пограничному конфликту, потому что он вот сейчас является самым ярким, самым важным. Еще раз послушаем Александра Григорьевича Лукашенко и продолжим разговор. Кого только они не принимают, даже террористов бывших. Ну, нормально, надо разговаривать. Мы это поддерживаем. Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для граждан каких-то стран? Ну, не хотим мы им давать разрешение, спрашивать, чтобы они у нас спрашивали разрешение, приехать или не приехать, бумажку получать, визу и платить деньги. Вот, Андрей, давайте мы начнем с вас. Вы являетесь невъездным человеком в Беларуси. Нет, уже въездной. Уже въездной. Но был период, когда 5 лет. 5 лет. А как это фактически? Ведь поезда... Вот что сейчас происходит? Почему обиделась Россия на Лукашенко? Они говорят, вы пустили к себе вот этих иностранцев без виз, у нас открыты границы. На что он им говорит, так они прилетели в наш аэропорт, мы их отметили, они улетели. На что российская сторона, наверное, логично, я бы на ее месте так сказала, есть же поезд, есть автомобиль. То есть иностранец садится в поезд, нет никакой границы и едет в Москву. То есть, конечно же, совершенно спокойно эти люди перемещаются по территории Российской Федерации. А вот у меня они вопрос... перемещались раньше. И раньше это были вечные перемещались. проблемы и от нас, уезжающих из Белоруссии. Вот пример, известный олигарх Гуцериев сбежал из России, когда это проблемы были с законом, и выехал через Белоруссию. А как вас можно было не пустить в Белоруссию из России? Интересно. Вы же живете в если России? я поехал бы поездом, Да. то прекрасно видно Конечно. паспорт и далее, меня просто арестовали бы. А в У поезде меня был вопрос. Подожди, в поезде разве проверяют? КАСП проверяет. Проверяют. И база данных есть. В поезде Да, проверяют? и паспорта в поездах проверять не будут, потому что это, видно, единая база данных. И, конечно, вот если когда вдруг обнаружится, что приезжает по одному паспорту человека, а на самом деле другой человек из третьей страны, тогда появляется уже контроль внутри поездов. Пока такой вопрос не стоит. Так нет контроля внутри поездов? Контроля нет. Так есть почему? электронный. Так вопрос, ну хорошо, почему вам тогда... Нет, вы поймите, какая Да. ситуация. И когда Кто меня вам может депортировали, помешать я был поехать в Минск? депортирован в 2006 году, первый депортирован в рамках союзного государства. И, в общем-то, не было проблемы туда приехать, только меня арестовали. Через 5 лет я мог приехать официально, но там случилась такая ситуация, как взяли, арестовали по приглашению белорусского руководства, приехал человек по фамилии Баумгентер. Ну понятно, да, я Да, помню Баумгентер, эту историю, его это взяли, его держали полгода в тюрьме, его пытали. В общем-то, и дважды просил за него президент Путин, Да. и с огромным трудом его отдали. Мне стало ясно, что если я появлюсь в Минске... Лучше не надо, Да, да. то есть проблема вот в этом плане. Но а технически поехать могу спокойно. Вот, да. вот, я спрашивала технически. Есть ли доля правоты в позиции российской стороны, которая всем этим недовольна, в том, что, ну, да, их как-то подставили? Там черная дыра. Вы знаете, вы не представляете, что там творится. Вот пройдут, наверное, годы, это будут фильмы как про Дикий Запад. Потому что вообще... Вы имеете в виду границу между Украиной Во-первых, и конечно, Беларуси, простите, первое, России. вот мы столкнулись с этой проблемой еще в 90-х годах, когда сделали единую таможенную зону, и там повалил огромный поток контрабанды к нам. В 98 году мы вернули таможенные посты. Потому что просто контрольные посты назвали их. Это в рамках еще первой интеграции. Да. В ответ стали конфисковывать российские транзитные товары. Это было век конфиската. До $200 миллионов в год конфисковывала Беларусь наши товары. По любому поводу. Это целая таможенная война была. С 2007 года началась проблема с Грузией. И вот и грузинские граждане, поезжая на территорию России через Беларусь, там возникла даже целая инфраструктура. Ежедневный рейс в Тбилиси и так далее и тому подобное. Сейчас украинская тропа. Это в отношении третьих стран. И обратите внимание, с лета мы стали закрывать границу, основательно проверять паспорта. Россия. Россия, да. Россия. То есть мы были готовы. Какую границу она стала Вот, закрывать? российско-белорусскую. Стали проверять паспорта. С зимой сейчас начали проверять паспорта и со стороны России. То есть это пограничный контроль. В поездах Нет, появился? на дорогах. На дорогах. Ну, Появился. еще вот в аэропортах проверяют, кто прилетает из Минска, проверяет, пропускает через границу. Раньше не было, это был сейчас внутренний рейс. Но если есть такой контроль, тогда что же, нервничать, но тогда их проблема. Это первая проблема. Вторая проблема попутная, то, что, конечно, контрабанда.
Дело в том, что Лукашенко об этом говорил. Вы сразу уточняете, проблема для кого? Для России или для Беларуси? Для России, да. Лукашенко практически обнулил наши эмбарго, наши санкции против поставок европейских товаров. Они следуют через Беларусь, там развернут огромный таможенный контрабандный комплекс такой. Они все переклеивают, перепаковывают, и они идут с государственными белорусскими документами. В этом задействовано государство белорусское. Вот почему это вызывает такое вот возмущение в России. Но это Россельхознадзор. Там они там носятся по границе, хватает этих фур, но фур в день мы просчитывали, проходит от 1000 до 1200. Их невозможно всех перехватить. Просто физически невозможно. Это второй момент. Третий момент. Мы убедились, что есть вопрос миграции. Белорусская сторона не подписала с нами договор о реадмиссии. И у нас нет единой миграционной политики. Ну, опять вопрос в этих третьих странах. У нас нет единого визового пространства, у нас нет единой визовой политики, у нас разные визовые подходы. То есть у нас нет оснований вообще-то для того, чтобы как все это пропускать. И последний момент, конечно, вот этот 80 стран, безвизовый режим на 5 лет. Здесь тоже есть нюанс, как сегодня выяснилось, со слов Александра Лукашенко, оказывается, не 5 дней. А если хочешь остаться, зайди в любое РОВД и спокойно отметься и сиди дальше в этой Беларуси. Да. Здесь, то есть не 5 дней, а на самом деле буквально открыли страну. Ну, здесь момент такой интересный. Два момента. Вообще, обратите внимание, Лукашенко в течение пресс-конференции дважды поменял свою позицию. Сначала он практически поставил ультиматум. Убирайте всякие там пограничные зоны. Причем сам ведь ввел пограничную зону с Россией в 2009 году. Об этом молчит. Так. Да, это первое. К концу пресс-конференции он сказал, что это суверенное право России. Наконец-то. Действительно, получается, что тут два проекта губятся. Первый проект. 80 стран мира, граждане приезжают в Белоруссию. Ведь был вопрос от Первого канала российского, а что там делать? Вот без закрытой границы с Россией никто не поедет. Ну, поедет в казино. Ну, поедет в казино в Минске, все. Ну, в Минский замок съездят, все. То есть вот в чем дело. Вот проект транзитной Беларуси проваливается, если Россия закрывает границу. Это первое. А второе, вот понимаете, его сам статус, как у человека, который вот имеет доступ к Москве, который на Москву вот стучит кулачком, который имеет с Россией открытую границу, то есть он стоит в дверях России, открывает, закрывает. То есть, понимаете, вот статус перед Западом, вот это имело огромную роль. Что он в таком доверии, что ему дается российская граница, Андрей, сам решай. Вы вообще-то хотите сказать, что его расчет был на то, что он открывает для иностранцев границу, и Россия при этом ее не закрывает, и они, конечно, в общем, так тихо и сапой туда, вот это вот, знаете. И не было же проблемы, это же было протестировано. И поэтому его так оскорбляют, что Россия закрывает границу. Ведь огромный объем идет туристического бизнеса, если говорить про туризм. Понимаете? То есть он надеялся привлечь туристов, которые намерены отправиться дальше, к себе вот таким образом. Все-таки в России, допустим, в Западной Европе необходима виза в России. Хорошо. Перед тем, как передать слово коллегам, я скажу, что он абсолютно произнес сенсационные цифры, абсолютно сенсационные, за которые, я думаю, что российские коллеги ему тысяч, еще... Да? Да, он сказал, что в списках запрещенных к въезду в Россию и Беларусь людей из разных стран мира находится 1 500 000 человек. Невероятная цифра, мы нигде никогда ее не слышали. Причем он опять в упрек России сказал, что наших там всего 100 000. Все остальные это запрещены были российским государством. То знаете, есть это не по-союзнически. Вообще такие цифры называть. Это просто... Ну, я уже сразу хочу сказать, что, вот, кстати, опять же, из этой видеотрансляции, которую мы сейчас видим на сайте президента Беларуси, это вырезано. Вот этот кусочек вырезан. Итак, Юрий Дракохруст, пожалуйста, обращаемся к вам. В Прагу вы смотрели. Что вы считаете интересным, важным, принципиальным на этой пресс-конференции? Вы знаете, я считаю интересным возразить Андрею Суздальцеву. Я жду, Юра. Вот. И я хочу сказать, что мне вот это объяснение, что пограничная зона вводится из-за того, что вот, значит, Лукашенко разрешил этот самый безвиз. Это объяснение мне представляется абсурдным. Это повод, Юра, я соглашусь. Потому что давайте вот разберем ту ситуацию, которая вот есть сейчас. Какая она? Пока этот безвиз еще не действует. Да? Приезжает, ну, условно говоря, поляк. Вот он купил белорусскую визу, он приехал в Минск, он сел на машину, и до последнего времени он мог спокойно на этой машине доехать до Москвы. Так было 20 лет. Это не мешало России, это не создавало катастрофу. По крайней мере, это не
обрушивала Россию-матушку. А если уж обрушивала, то за 20 лет можно было в этом разобраться. Теперь, чем для России отличается то, что тот же самый поляк приедет с безвизом? Ну и что? Только, причем как? Только через аэропорт Минск-2. Товаропотоки, пассажиропоток через Беларусь, 80% это машины и железная дорога. Речь идет только об одном аэропорте в стране. Ну, как бы из чего следует, что на эти 5 дней, я не знаю, вся Европа, сотни тысяч, миллионы людей приедут в Минск. И вот им при этом не захочется купить российскую визу, которая, мне кажется, кстати, дешевле белорусской. И вот им специально, чтобы насолить России. Но это ерунда, вы понимаете? Это знаете, что мне напоминает? Это мне напоминает вот эти российские сказки про то, как ужасно ЗСТ Украины с Евросоюзом. Если не перекрыть границу, все, катастрофа будет России, погибнет Россия, обрушится вал дешевых товаров. Да? Из Украины дешевых европейских товаров. И Россия перекрыла границу, спасла. Беларусь не перекрыла. Знаете, насколько увеличился импорт из Украины за прошлый год в Беларусь? Когда Украина вступила в зону свободной торговли. Ужасно, катастрофа, правда? Знаете, насколько выросла? На 0,7%. Все. То же самое, я уверен, будет с этим безвизом. Он ни на что не повлияет. Он ни на что не повлияет. И это прекрасно понимают в Москве. И я уверен, что с ними согласовывали, разговаривали. Но это стало поводом. Вот это другое дело. Там причины есть и другие. Вот это теплее. Это, знаете, как у Высоцкого. Да дело, в общем, не в гусях, а все неладно. Вот про то, что неладно, мы можем поговорить. Но то, что этот безвиз, это был чистый повод. Понятно. Но все-таки, а что? А вот неладно в том числе по ценам. Мы уже, да. Я просто хочу, чтобы Юрий... Неладно что? Значит, это повод. А неладно что? Что именно вы считаете наиболее осложняет, обостряет эти отношения, если это не Я думаю, что самая серьезная проблема это, конечно, газ. Ну вот это то, что мы обсудили. Коллеги изложили российскую точку зрения. Она безусловно, заслуживает внимания. Но я бы сказал, что, на мой взгляд, ситуация не столь однозначна, как они ее интерпретируют. Знаете, как говорится, на Востоке важен не текст, а контекст. Они сравнивали с отношениями, скажем, России с Германией. Россия с Германией не находятся в Евразийском экономическом союзе. В Евразийском экономическом союзе есть много всяких интересных бумаг, которые говорят о том, что поскольку это таможенный союз, то по идее, в общем-то, и равные условия торговли должны быть. И, я не говорю, что Минск 100% прав, как делают мои коллеги российские, говоря, что Москва права. Я просто считаю, что некоторые документы по-разному могут интерпретироваться разными сторонами. Что мы и видим? Мы видим конфликт. Вот. А что лежит в основе вообще такой более глубокой? Я думаю, что изменение политики Беларуси в отношении Запада и в отношении Украины. Никто, на самом деле, я думаю, тот же Андрей понимает, что никуда Беларусь не бежит и вряд ли убежит в ближайшее время. Но вот как бы некоторые оттенки, акценты, которые звучат из Минска, они вызывают раздражение. И в итоге отношения по известной испанской пословице. Знаете, другу все, врагу только закон. Беларусь не то чтобы враг, но уже такое впечатление, что как бы не очень друг. И поэтому вот возникают всякие такие вещи. То с газом, то с границей, то еще с чем-нибудь. Так, Андрей хотел возразить, он считает, что не все так гладко с границей, что есть проблемы для России, тем не менее. Напоминаю, что 20 лет не было спокойно. Буквально с 2006-2007 года я эти вещи хорошо видел и знал про них. Постоянно была такая жесткая переписка между Москвой и Минском и между пограничными ведомствами. И постоянно Россия ставила вопрос о том, что граница дырявая, граница до третьих граждан. Это самый большой скандал был, конечно, связан с Грузией. И, Юра, ты должен это помнить, эти вещи, потому что были ответы пограничного ведомства Беларуси, причем еще такие демонстративные, что никакой проблемы нет, и вообще отстаньте от нас. Больше того.
С первых лет возникновения союзного государства Россия просила, предлагала скорректировать визовую политику, сделать единое визовое пространство. Это не было сделано. Да. И последний момент. Россия знала про все эти дела, по безвиз и тому подобное. Ее информировали, это правильно. Но не согласовывали. Слово «согласование» — это слово «согласие». Россия не давала согласия на эти вещи. Вот это вот с этим связано. А по поводу газа, нефти я потом скажу. Хорошо. Я вот хочу к Сергею Ваганову обратить очень важную тему этой пресс-конференции. Она касается санкций, она касается Украины. Это увязанные две вещи. Я хочу, Сергей, у вас спросить, как все-таки вы бы определили отношение Александра Лукашенко к украинскому конфликту? Я скажу, как телезритель, что мы услышали. Он поругал украинцев, он сказал, что я бы мечтал, что меня белорусы переизбрали только на выборах. Я считаю это позором украинского народа, что они переизбрали своего президента на Майдане. Вот мне хочется, чтобы я изменил свой статус в ходе честных выборов. Это первое, что он сказал об Украине. По поводу Донбасского, того, что происходит, он практически не высказывался. По поводу санкций он очень жестко сказал, что к нам поступает украинское молоко, мы его перерабатываем, Россия нам в этом чинит препятствия, и мы считаем, что таким образом она бьет, она убивает украинского крестьянина, она бьет по бедным людям, по несчастным, украинского, да, и белорусского, нет, не российского, нет, он сказал об украинском, при этом он сказал, что олигархам украинским зеленый свет на территории Российской Федерации, потому что они делятся. А вот белорусские и украинские крестьяне в загоне. Вот я перечислила все, что он говорил. Больше он, очень интересно, что сути конфликта, вот сейчас обострение, вы знаете, Совбез, он об этом вообще не говорил. Вот что бы вы нам сказали, как вы чувствуете его позицию в этом во всем? Ну, вообще все позиции по всем вопросам, которые были затронуты в пресс-конференции, точнее, в большом разговоре, это даже не называлось пресс-конференцией, специально подчеркивается. Вот. Все позиции, все сводится, в общем-то, с моей точки зрения, к одному, это, продолжению, укреплению своей собственной власти. Я не вижу тут каких-то других интересов. Вы понимаете, сейчас, кстати, вот говоря об Украине, так, краешком одну фразу упустили, она, мне кажется, тут достаточно ключевой. Он сказал, что президент Украины, он очень хорошо относится к Порошенко, но президент Украины несет ответственность за все, что происходит на его территории. Это было. Значит, из-за событий на Донбассе. Так краешком прозвучала такая фраза. Да. Но, по-моему, она все-таки каким-то ключевым образом достаточно ключевая для понимания того, как Лукашенко к этому относится. С одной стороны, он не может и не хочет не быть миротворцем, потому что Минск, площадка и так далее. Он побаивается, безусловно, потери власти вот таким грубым агрессивным путем. Вот здесь совпадают во многом интересы удержания власти и отстаивания независимости и проведения этой политики. Тут трудно, мне кажется, он все-таки специально как-то обошел эту тему, потому что она... И тут ты не поймешь, сказав, что президент несет ответственность за все, что происходит на его территории. Это нейтральная фраза, она общая. Она не совсем, мне кажется, нейтральная. Он свою роль, во-первых, этим подчеркнул. Во-вторых, тут непонятно, то ли он на стороне Порошенко, то ли все-таки он каким-то образом критически относится ко всем этим событиям. Это значит, мы должны понять, что он не хочет проявлять свою позицию по отношению к Украине четче. Конечно, не хочет. Не хочет. Потому что он между двух огней. Понятно. И нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы отметить следующее, на мой взгляд, что у режима, правящего России, у антинародного, преступного, олигарского ростового режима, Путина и компании, поразительная способность и тяга к рассориванию, деланию врагами братских славянских народов, как России с народами Беларуси, с народами Украины. Вот. Поражает, что Лукашенко уже чисто по-человечески даже не ставит вопрос о том, что почему вообще
народы Украины, Белоруссии должны платить этому воровскому олигарскому режиму за нефть и газ. Ведь миллионы жизней были положены этих братских народов. Подождите, Александр, Александр, вы простите, пожалуйста, вообще этот режим, как вы говорите, я понимаю, что он может вам не нравиться, вы можете говорить как угодно, это избранный президент, это представители государства и других, а кому же еще платить? Вообще платить не надо. Да, либо вообще не платить, просто не платить, потому что он вот такой олигархический. Это украинский подход, разделим страну. Ну, это вообще-то не очень серьезный даже разговор. Давайте мы не будем даже на этом останавливаться, а посмотрим, что говорят наши прохожие. Поддерживают они вот это решение Александра Лукашенко на 5 дней впускать иностранцев к себе без виз или не поддерживают? Давайте смотреть. Поддерживаете ли вы решение Беларуси пускать к себе иностранцев без виз? Поддерживаю. Это независимое государство, оно само проводит независимую политику. Я понимаю, что это таможенный союз, это государство-партнер, но при этом почему они не могут, например, принимать какие-то свои собственные решения? Я не вижу в этом проблем. Ну, конечно, Александр Георгиевич, у него как бы свои игры, он хочет на 2 стульях усидеть, но я думаю, он тоже опасается нашей внешней политики, потому что она, по-моему, очень агрессивная. И с Грузией, с Украиной это доказывает. Он имеет право на это. Ситуация была смешная. Из России я могла попасть в Белоруссию с литовским паспортом, а я с литовским паспортом, хотя живу в России. А из Литвы не могла без визы. И это парадоксально и странно. Мне, если честно, все равно, но на самом деле нет. Мы были всегда когда-то единой страной, и мы должны поддерживать друг друга. То есть как сейчас с Украиной, да? Мы тоже должны поддерживать друг друга. Они должны сами это решать, но в целом, конечно, батька что-то перестал нравиться и все. Они свое государство сами решают свою судьбу. То есть, в принципе, так же, как и Украина, они решили свою судьбу, так же и Беларусь. Нельзя на 2 стульях сидеть. Мы или дружим, или подставляем друг друга. Каждая страна, она же имеет право сама распоряжаться своими законами. А почему нет? Конечно, пускай впускают. Мне, конечно, непонятно, почему мы-то выстраиваем между Беларусью какой-то забор или что там еще, какую-то крепость. Потому что мы же... Как были единый народ, так и есть единый народ. Как все русскими были и на русском разговаривали, такими мы и остались. И наши бабушки, дедушки, и мои внуки уже. Поэтому нет, конечно, ничего тут такого нет, что впускают людей, неважно откуда, на 5 дней, без визы. Ну и что? А почему мы обиделись? Ну вот у нас на Твиттере нашем тоже мы задали этот вопрос. Все абсолютно поддерживают это решение. Очень нравится это белорусское решение. 84% у нас. Просто редчайший случай, когда все за. Это много, 84%. Но вот, Юрий Дракохруст, я хочу все-таки вам продолжить с вами эту тему. Отношение выраженного так вот слабо, нейтрально, старательно, сдержанно выраженного отношения к украинскому конфликту Александра Лукашенко. Что вы почувствовали? Как вы считаете, какую он тактику для себя избрал? Ну, вы знаете, он избрал эту тактику уже довольно давно. Это тактика балансирования, ни говорения ни да, ни нет, не тактика, при которой он однозначно не встает на ту или другую сторону. Вот, например, коллега Ваганов сейчас цитировал эту фразу насчет того, что там Порошенко за что-то отвечает. Ну вот несколько дней назад, Лукашенко сказал так, по ходу дела, что вот Украина борется за свою независимость сейчас. Ну вот как бы особенно на фоне, скажем, Авдеевки, на фоне выступления Путина в Будапеште недавно, и его комментарий, и он, мягко говоря, не такой, как мы знаем. Вот. При этом Беларусь является площадкой для минских соглашений, уже Минск-2, это, так сказать, все знают, все на него ссылаются. Вот. И в этом смысле, Беларусь балансирует. Но вы знаете, я бы хотел, может быть, буквально 2 слова сказать об очень многих упреках, которые, в частности, от Андрея Ивановича часто звучат, господина Суздальцева, что вот Беларусь там не по-союзнически себя ведет, это вообще вот это неправильно. Я просто хочу, задать немножко более широкий такой международный контекст. Вот Израиль, он союзник США.
И США им просто дают банально много денег на безопасность. Израиль воюет за американцев. Так вот интересно. Вот Соединенные Штаты ввели санкции в отношении России, да? А Израиль нет. Юра. А Соединенным Штатам это было нужно. А вот Израиль их не поддержал. Вот, скажем, Северная Корея большой союзник Китая. И Китай им тоже дает деньги. А вот глава Китая не может сказать Киму, что, дружочек, ты вообще свою ядерную программу-то закрой, а то слишком близко к нам. Мы же тебе деньги даем, дураку. Вот. А вот не может. И в этом смысле союзничество в мире иногда, в общем, сталкивается с... союзничество – это не всегда встать по стойке смирно, как это, возможно, представляется Андрею Ивановичу. Бывает немножко сложнее. Можно ответить? Ну, а как же? Юрочка, знаешь, дорогой мой, Израиль столько существует, столько кладет на алтарь союзничества США жизни своей молодежи. Он несколько войн, кровавых войн провел на Ближнем Востоке. И именно выполняя интересы США. Мы от нашего союзника белорусского не услышали даже признания присоединения Крыма к России по решению ведущего народа. Почему интересы США, вы считаете, что вот Израиль кладет свои жизни за интересы США? Это Это действительно ударный кулак американцев всегда и был. Это не просто союзник был, это то, что вот действительно база фактически, государство база США на Ближнем Востоке. И они самозабвенно это все выполняли. Когда они кладут свои жизни, это все-таки не считается, что это за союзники, США. Это реальный союзник. Ну, союзник, конечно. Поэтому Лукашенко, нет на его щите ни одного, что называется, даже дырочки, даже пульки о том, что где-то он был вместе с нами. Он не был с нами ни Юго-Осетинская война грузинская, он не был с нами и в Сирии. В общем-то, больше того, поразительная вещь, там спокойно публикуются статьи, которые говорят, скоро Россия добьет ИГИЛ, и мы туда будем трактора поставлять. То есть Россия, значит, гробы матерям, а трактора белорусские в Сирию. Вот в чем дело. Поэтому это не тот вариант. По стойке смирно нет проблем. Не устраивает этот формат сотрудничества, Юра, вперед на мировой рынок. Газ, нефть по мировым ценам, тогда не устраивает союзник России такой без проблем. Но ведь требует, ставят ультиматумы и аргументирует тем, что вот мы же союзники. В чем союзники? Базы разместить нельзя. Хорошо, с 2015 года мы эту тему не поднимаем. Вообще не поднимаем. Так в чем тогда дело? В чем тогда белорусское союзничество? Нет, но он сегодня 7 часов говорил о том, как он любит русский народ. Ну, за любовь не дается что у нас общий язык, общая страна, общий народ. Ну, сегодняшнее заявление Кремля после пресс-конференции, что только по нефти с 2011 по 2015 год убыток России с Белоруссией 22,3 миллиарда долларов. Вот это Россия реально платит. А чем отвечает Лукашенко? Пространство, что не трогайте, любите россиян, и при этом он почти на 3 часа рассказывает, как перед ним юлят, как перед ним втайне извиняются, кланяются главам руководства. Что делает, давайте так вопрос. Что делает для России Лукашенко? Вот, кроме того, что он говорит, что он очень любит русских и Россию. Что он делает? Как он доказывает свое партнерство? Союзничество, да. Ну, я уже сказал о нескольких моментах, скажем, предположим, военного сотрудничества. В чем, Юра? Которые есть. Я сказал, 2 базы. Базы эти совместные. Юра, ты обманываешь. Юра, ты просто обманываешь. У нас так нельзя разговаривать. Это базы совместные. Они оплачены. Они оплачены в 96 году на 25 лет. Вообще слово совместные. Совместные объекты. Юра, записано совместные объекты. По определению вообще. Юра, записаны совместные объекты. Ты же знаешь об этом. Зачем ты такие вещи говоришь? Вот. И они оплачены. Лукашенко говорит, что мы не берем ни копейки. Хорошо, кроме баз. Юрий, кроме баз. Вот, хорошо, базы. Так, что еще? Да устали. Да, возмущайся. А как ты думаешь? Вы привыкли там у себя болтаться, знаете, в своем, на Россию дуться. Кто-то говорил, что белорусы такие вот флегматичные. Да какие не флегматичные? Какие не флегматичные? У нас тут оранжевая революция в студии, посмотрите. Юрий, что-то все-таки серьезно, что-то еще, кроме этого, вы готовы привести как пример вот того, что идет навстречу? Да. Вы знаете, тут можно многое приводить. В разных странах, например, разный статус. Бывает. Разных этнических меньшинств, в том числе и русских. Вот в Беларуси он, например, неплохой, в общем-то, так. Признаем, и, в общем-то, с Андреем конкретная ситуация была не очень хорошая, но вообще, если говорить в целом о положении, скажем так, русской диаспоры, назовем ее так,
Вот. Ну, оно не самое плохое, если сравнивать, скажем, с какими-либо другими странами. Например. Так что, подождите, что ли? Подождите, Юр, в Беларуси неплохое... Да, в Беларуси. Ну да, так она даже не... Какой диаспоры? Там он вообще говорит, что мы русские. Формально говоря, так сказать, если русский человек живет не в России, то это является диаспорой. Хотя вы правы, действительно, вот, так сказать, знаете, я знаю, опросы в Беларуси задаются. Был один опрос, и спрашивали белорусов, вот Россия за граница, 78% говорят нет. Нет, понятно. Хотя это и не Беларусь, и они сами не считают себя россиянами. Но это вот такие, знаете, особые отношения. Я не пойму. Вот. Я думаю, что, в общем-то, а потом, Андрей, ну, как говорится, знаете, не в деньгах счастье. Вот то, о чем я сейчас сказал. Как? Ну, это к Лукашенке разговор. Это к Лукашенке. Ну ладно, хватит иронизировать. Вот, Сергей, давайте вы все-таки как гражданин. Юр, давайте я передам слово Сергею Вагану, как гражданин Беларуси. Вот у вас какое ощущение? Я-то знаю, что вы, я знаю вашу позицию, я знаю, что вы не считаете себя гражданином там, России, не считаете, что это одна страна. Но по ощущениям есть у вас такое вот какое-то чувство, что люди из России, где они живут, они вообще чуть ли не скажут, что ну, в нашей общей стране. Я, честно сказать, вообще не понимаю этих взаимных обид. 22 года тому назад вообще умные оппозиционные политики говорили о том, что нужно создать, установить на международных стандартах нормальную цивилизованную границу. Потому что это самостоятельное государство, независимое. Строить отношения на нормальных цивилизованных принципах. То есть, Сергей, может вообще вся проблема в том, что границы человеческой нет? Надо уже поставить точки над «и». Конечно же. Ведь все зашло в тупик. И вообще вот даже то, что сегодня вот состоялся был объявлен большой, так сказать, разговор, я вам скажу, с одной стороны, вот с белорусской, да, вот что касается Лукашенко, его политики и так далее, это еще один прием как бы уйти от ответа на очень острые вопросы, которые возникли. Да. И умные политики не между собойчиком должны заниматься, там, подсчитывая эти звонками, обмениваясь, там, а решать эти проблемы. Вот это мое такое представление. Да. Давайте послушаем. Господин Сустрица возмущается. Сергей, чего? Давайте послушаем Сергея из Ростовской области. Вот что вы скажете, Сергей, поддерживаете вы эти вещи? Да. Я не Нострадамус. Вот не зря он не признал Крым. Если бы он признал Крым, для него он понимает, что вся эта болтовня о союзном государстве, то есть она может кончиться, если для Путина будет геополитическая обстановка более... Он туда ведет явка учения совместные. И никакой Беларуси не будет. И все никто не вякнет, скажут, все, мы все же русские, и белорусов пропаганда заработает, скажет, да нету таких белорусов, это все русские. И все. И он знает, что закончится вся эта игра в союзное государство. Он прекрасно все это понимает. И поэтому он ни нашим, ни вашим, ни Запад, ни Восток, но это может кончиться скоро, что Беларуси как не будет, как такова Беларусь, а будет Россия, как Крым. Вот это может быть вариант вполне возможно. Он об этом прекрасно знает. Вот Андрей хочет вам ответить. Скажите, пожалуйста, понятно, что ни нашим, ни вашим на двух стульях, а вот в отношении российского газа, нефти, российского рынка, он как раз очень серьезно подходит. И четко ориентируется на нас. Да, но при этом он, опять же, начал свою пресс-конференцию, что у нас есть другие варианты, у нас есть возможности, у нас есть есть, а вот Путин мне сказал, что вы все равно зависите от нас, это все он так проговорил. Коллеги, здесь есть, в этой пресс-конференции был один момент любопытный. Если сравнивать вообще-то манеру общения журналистов, вообще... Это очень оригинальный у него формат, конечно, разговор со страной, с людьми, с журналистами. Он совсем другой, чем у Владимира Путина. Но, конечно, не сравнятся белорусские государственные журналисты по степени пиетета с русским. Такие вещи, которые говорят они своему президенту, давно не позволяют себе в России. Например, там был такой эпизод, когда он сказал:
сейчас там, ну, допустим, там меня поправит Сергей Ваганов, неважно, как его фамилия, о, Гогин, а мне сказали, что тебя тут нет, а ты, оказывается, есть. Гигин. А как же без тебя вообще с народом общаться? А там такой молодой парень, видно, любимый журналист какой-то государственный, как же без тебя? Ты где был? Я был в Вильнюсе. Что-то вы зачастили в Вильнюс, он так шутит. Вы там нахватаетесь каких-то там либеральных идей, это он пошутил. А дальше этот Гогин, неважно, как его фамилия, встает и задает вопрос. Говорит: Александр Григорьевич, вот государственные журналисты всегда задают острые вопросы, а оппозиционные решают свои проблемы. То есть он тут же заложил коллег, чего никогда не позволяет себе ни на каких пресс-конференциях, кстати говоря, государственные российские журналисты. Он никогда не встанет и не покажет пальцем, не скажет, что мой коллега оппозиционный вот такое Г. Этого нет в России, слава богу. Но тут он говорит: я задам свой вопрос. И задает очень острый вопрос: когда, Александр Григорьевич, прекратятся на вас нападки за то, что вы по поводу этих пропавших людей? Когда же, наконец-то, эти нападки прекратятся? После чего Александр Лукашенко долго рассказывает, что он не понимает, с чем это связано, потому что все уже расследовано. Убийца Дмитрия Завадского сидит в тюрьме. И дальше он говорит очень интересную вещь, которую я хотела бы, чтобы коллеги из Беларуси, может быть, Сергей Ваганов поможет мне понять. Он говорит: мне настолько надоели эти нападки, что я пошел с обращением к этому убийце, который осужден как убийца, и сказал ему: покажи труп Завадского, вот покажи, как ты это сделал, и я тебя отпущу, я помилую, мне нужно просто показать, что ты убил. А тот ему говорит в ответ: я готов взять на себя вину, но я не убивал. И он говорит: мне не нужно, чтобы ты брал вину вот просто так, ты покажи труп. На что тот, конечно, труп показать не может. И заканчивает свою мысль Александр Григорьевич, он продолжает сидеть. То есть мы-то должны сделать вывод, вот поправьте меня, если я ошибаюсь, что он безвинный сидит. То есть человек при всех предложениях роскошных, которые ему были сделаны, отпускаем тебя завтра, он не может показать, как он убивал и где он закапал, потому что он этого не делал. Это же логически. Да. Я не ошибаюсь, что следует логически ровно это. Ну, вот такая ситуация в стране. Вот вы считаете, что... Я правильно поняла эту ситуацию? Да, то есть решения судебные и так далее не играют никакой роли. Сергей Ваганов, а вы вот как поняли-то всю эту историю довольно жуткую, которую он рассказал? История тянется уже много лет, уже знаете. Это вообще весь этот вот спектакль с журналистом государственным, который задает очень острые вопросы, поверьте, это все было срежиссировано заранее. Я нисколько не сомневаюсь. Оппозиционные или независимые журналисты, которые присутствовали в этом зале, они просто не хотели участвовать в этом спектакле. Говорю это совершенно искренне. И... Не хотели или им слова не дали? Там я не знаю, какой формат. Да, я не знаю, формат, не формат, но видно, что раз прозвучала такая фраза, это срежиссированная фраза в отношении этих журналистов. Один только Середич, это «Народная воля», вот старый как бы знакомый, и тоже сыграл как бы, на самого ведущего этой пресс-конференции. Что касается вот этих пропавших политиков, вы знаете, что, во-первых, сама интонация, сам разговор на эту тему, когда он возникает, вызывает какое-то, честно говоря, неприятие того, как относится глава государства к этой истории. Вот, это раз. Второе. Следствие по пропавшим тянется, их даже не могут признать сейчас, я не знаю, как в отношении Завадского, не помню просто сейчас, признать умершими. Не признают, следствие все время продолжается. У нас время заканчивается. Вы просто скажите, вы считаете, что тема не закрыта, в отличие от государственного? Да, конечно, не закрыта. Она не закрыта. Понятно. Мы завершаем на этом. Вот очень жаль, что завершаем, потому что мы говорили, что много чего осталось обсудить, но не получается. До свидания.